столице Японии Токио участники Международного уйгурского форума обсудили законные пути противодействия притеснениям Китая мусульманских тюркских народов в Восточном Туркестане. Парламентарии со всего мира выступили совместным заявлением, в котором призвали Японию провести независимое расследование нарушений китайским правительством прав уйгуров и других мусульманских тюркских народов в Восточном Туркестане и ввести санкции против причастных к этому чиновников коммунистической партии. Более 150 участников, в том числе около 70 законодателей, политиков, активистов и представителей групп гражданского общества из разных стран приняли участие в Международном уйгурском форуме, который прошел в парламенте Японии в Токио 30 и 31 октября. Ситуация усугубляется тем фактом, что несмотря на недавние заявления китайского правительства о том, что лагеря для задержанных были закрыты, миллионы уйгуров по-прежнему содержатся в китайских концентрационных лагерях, а другим грозят длительные сроки тюремного заключения, говорится в заявлении. В документе содержится призыв к России предпринять собственные усилия по документированию геноцида уйгуров и использовать свои торговые отношения с Китаем для решения проблемы уйгуров. Книга «Уйгурские стихи», отражающая поэтическую культуру уйгурской общины, которая сегодня подвергается давлению со стороны Китая, была переведена и опубликована Азизом Исой Илькуном под названием «Уйгурские стихи» на английском языке. Книга была представлена в Лондоне на одном из мероприятий. Презентация книги, опубликованная издательством «Пингвин», состоялась в среду в канцлерском зале Сената. Презентация, на которой присутствовали издатель книги, директор библиотеки Эверменс Дэвид Кэмпбелл, а также более 200 гостей, сопровождалась богатыми музыкальными образцами уйгурской культуры. Выступая на презентации программы, редактор книги «Уйгурские стихи» Азиз Исай Илькун отметил, что в последние годы уйгурский язык и культура боролись за выживание и за давление со стороны Китая. Сообщается, что соглашение о взаимном безвизе между Китаем и Казахстаном будет реализовано с 10 ноября. Наблюдатели заявили, что этот шаг Китая не распространяется на казахов и других невинных людей, страдающих от геноцида в Восточном Туркестане, и что китайцы будут первыми, кто выиграет от соглашения об освобождении от виз, которое будет реализовано. И отметили, что казахи в Восточном Туркестане, особенно уйгуры, по-прежнему будут находиться под ограничениями и контролем. Было заявлено, что израильская армия предположительно разбомбила вход в детскую больницу Наср в западной части сектора Газы, что в результате нападения были убиты и раненые. Вчера израильская армия разбомбила колонну машин, перевозивших раненых из больницы Шифа в Рафах. Более 13 человек считаются погибшими. В течение всей ночи со стороны Израиля продолжались наземные и воздушные атаки на различные города на севере и юге Газы. Сообщается, что истребитель, принадлежащий Народно-освободительной армии Китая, выпустил сигнальные ракеты перед канадским военным вертолетом в Южно-Китайском море. Майор Роб Миллен из фрегата HMCS «Оттава» Королевского военно-морского флота Канады сообщил CNN. Риск в этом инциденте заключается в том, что вспышка идет в сторону лопасти двигателя или самого двигателя. Это опасно и противоречит профессиональной этике. Указав на то, что истребитель типа G-11 ВВС Китая ранее столкнулся с канадским вертолетом, Миллен указал, что армии других стран сталкивались с подобными инцидентами. Теракт был совершен в пакистанской провинции Белуджистан. 14 человек погибли в результате нападения на две отдельные военные машины в городе Гвадар. В провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 5 граждан, многие получили ранения.